Гаўрылавіч, першае такое пытанне. Ці памятаеце вы першы дзень, калі зайшлі да нас у бібліятэку? Бачыце, якая сітуацыя. Я ж хоць нарадзіўся ў Менску, але разам з бацькай, калі мне было 1,5 гады, з'ехаў з Менску і был на Беломорско-Балтийском канале. В Соловки нас отправили. Ну, вот не меня, а батьку. Я туды вот праз некоторый час поехал, и тому, а назад я уже вернулся вот в Менск только в 72-м году. Так что вальше я только и мог в библиотеку трапить только в 72-м году. Так что я уже, коли вот вы пытаетесь в яким будинку, уже все было тое, як і зараз. Библиотека вот такого типа, як у нас, это библиотека, якая дае вельмі много ведаў і магчымасці пазнаць і культуру наогул, это вельмі агульное такое широкое понятие, и науку, и литературу, и эдукацию, ну все, что дотычется вот такой сферы деятельности, без якой не может быть основания такого сапраўднага человечества. Это, коли мне было все-навсего, ведать, я был в эвакуации, но вас еще николи не было, а я, вот, была война, и мы эвакуировались в Удмуртию. Районный центр невеличкий, вот назвали Волож, вот, и там я тогда учился, ну, спочатку в 6-м и в 7-м классе там, значит, усім был еще, она вот спочатку в 5-м, и ведаете, что, ну, война, она з одного боку вельмі тяжкая, але вот для таких детей войны, я лечу, что и многие лечат, ну, одни были на фронте, я был в тылу, але я, значит, детенок войны. И вот на меня тогда, я сгадываю, самое такое, что засталось в моей памяти, это то, что я вельми полюбил библиотеку. А там, ну, невеликое село, невеликая библиотека, и я был самый выдатный читач этой библиотеки. И я тогда прочитал там, ну, все, что можно, и познакомился тогда с классиками. Ну, там белорусского ничего не было, все было русское. Да и я был русскомовный, потому что я жил все житье, вот это свое, был в России. 40 годов я там прожил, вот, а потом уже сюда вернулся. И я прочитал, вот, до меня так само вельми добро относились вот библиотекарши все и іншие, потому что я был самый читач этой библиотеки. Вот, я все перечитал, всю библиотеку. Вот. И с того часу я вельми много, ну, познал того, что треба ведать, ну, интеллигентному человеку, який цікавиться вот, всім досягненням человечества. Я там познайомився тоді
и с Толстым, и с Гоголем, и с Пушкиным, ну, з усіми класиками вот России и нового сусвету, потому что, ну, что было, я все прочитал. И вот с того часу мне, видите, да, в библиотеці, и вот особливо такая, як наша, ну, особливое такое вот почуття потребності этой самой видатной установи нашей культуры. Лічить, зачем нам гэтыя бібліятэцы? Можна іх закрываць. Зараз уже у нас на другім узроўні, у нас ёсць, значит, там і інтэрнет, і правда, зараз же чытачоў у бібліятэцы, я памятаю раней, колькі вот в нашу же бібліятэку прыходзіў, поўны зал быў там, там розныя залы, и людей вели много, а зараз уже пустовато. Потому что есть интернет. Залез в интернет, зачем некуда ходить, зачем нечто читать. Читать уже перестали. Вот тому и лічить, что ну, наука уже не потребна. Есть же такие даже думки, что треба закрывать эти библиотеки. Ну, покинуть там одну, две, три и хопить. Коли уже так приспичило тебе почитать, особливо не в электронном виде, а вот в таким. Они зараз же и библиотеки так само есть, электронные там. Так что библиотека так само расте и, як кажуть, ну, развитие ее идет. И тому она больше такая, ну, и іншая. Так что с этого боку вот я вельми супроть того, вот этой думки, об якій я казав. А така думка вельми много есть. Ну, а, значит, ну, я уже сказал, коли я позовемся, але самое главное, что ну, ви ж, може, чули, які тяжкі умови і життя було і у моєго тати, ну, і я з ним разом, ну, а більше разом я з ним не жив, тому що така ситуація, він сидів, а я просто так був. Ну, і у Максима Горецького. Але дякуючи, вот, жонце Максима Горецкого, это Леонила Устинна Чернявская, она так само письменница, у них было вельми моцне такое кохання, ну і вона до опошнього часу, ну я не буду вже подробно, але саме головне, от і вона, і її дочка, Галина Максимовна, дочка, і вони заховали, як самое драгоценное, это его рукописи, ну, некоторые его речи. И вот в этом его, вот, ну, можно сказать, подвиг соправди. Тому що в той час, видите, ні їди, ні, там же перетрусы, все выкидывали, все забирали. Так что вот многие ж листы выдатные, вот с якими Максим Горецкий переписывался, с тем же Янкой Купало, Колосом и многими іншими нашими видатними письменниками, все это вот, ну, загинуло. Тому що заходять, а от вони його заховали. І Галина Максимовна, тому що мать її так само померла, але вона вот это все, що вони заховали, якраз привезла сюди і здала это все вот якраз в этот отдел. Тоді там була вельми видатна вот керівниця, ну, на тим місці, де зараз вот Александр Викторович, это была Киселева такая. И она
от вона вельми акуратная з этого боку. Я якраз хотів, от шукав, у мене до этого часу, ну, от Галины Максимовны передала, ну, той перепис, вот коли, что, вельми подробязный. И мне это вот, ну, когда я уже отрывал, ну, просто, ну, такая великая подяка, потому что конкретно написано, что там, коли, и гэтак далей. Подробязно, что здадено, вот. А библиотека, что видите, это что такое в перекладе? Это книга сховища, можно сказать. Книга сховища. Вот, на жаль, у вас можно заховывать только рукописи, только письмовые, а речи, ну, нельзя. Ну, и то ж саме, і ми домовились так, що те, що дотичиться Гаврили Горецького, ми покидаємо тут. І я от почав рихтувати і вельми много вже передав ось туди вашу, там, цілу бібліотеку, от, Гаврила Івановича передав, ну і многі інші речі. А то, що дотичиться Максима Горецького, ну, больше зараз новое что-нибудь, потому что, ведаете, як не цудовно, хоть и не смешно, я бы сказал, столько часу проходит, а нечто все застається, ну, что новое и новое. Вот приклади два так само. Мы каждый год проводим так званое Горецкое читання, які вот, ну, курируют, и які мы проводим в музеї історії білоруської літератури. І уже 28-е. І от, бачите, 28 раз, амаль кожний год, і у нас по 40-50 докладов. И все новое, новое, новое. То есть спадщина такая глубокая, такая, ну, дивная. Я сам дивлюсь, тому що я кожен раз так само там виступаю з деяким докладом. Вот. І я вже, ну, як будто все виказався. Потім подумаєш, і знову. Те ж саме про батьку. У нас в інституті, ну, особливо раніше в Інституті геохімії і геофізики, де я там був довго директором, а Гаврил Іванович був там науковий загадчик лабораторії. У нас така от отрималася, що він мій супрацовник. Так, видите, після його от смерті, а у нього велізарний був відділ, який, ну, і Гаврил Іванович, він сюди приїхав уже, йому тільки коли йому було коли 70 років, вже не молодий чоловік. Але, як кажуть, у нього, ну, з'явилося другое дихання. І він так апантанно тут працював, що у його велізарне вучню вельми много. Вучні його до цього часу амаль так само кожен год в день его народжения проводят читание. И вот этих читаний вот так само уже там 20 с гаком. Вот. И там я так само каждый раз выступаю с успоминами, ну, что-нибудь вот. И это вельми цікавое. Я это к тому говорю, что много вот спадщина вельми великая и у Максима Горецкого, и у Гаврила Горецкого. И вот то, что по Гаврилу Горецкому вельми, мы троху некоторые речи проводили и по Максиму Горецкому у вас там, а не головным чином вот по Гаврилу Горецкому. Мы там отзначали и его юбилеи разные, и стогоді більш широко, вот. Ну і інше. Тому
вот у меня такое давнее сяброство, и мы там увесь час уже вот маем и великую, я зараз вот передаю, ну, вельми там много, апрача вот самого керівника, вот Виктор Викторович вот працує, я ему там много листов передав от Гаврила Івановича інших, і він этим вот цим займається, і ён і некоторые іншие загружены, як кажуть, з головою вот этими матеріалами. Я другий раз вот приходжу до їх, ну і так само допомагаю вот нечто зробити. Тому увесь час у нас вот такое сяброство і супрацоўніцтва. А вось калі узгадаць 1972 год, Да. калі вы кажаце, што ўпершыню прыйшлі, вось якое ўражанне на вас меў гэты будынак, што вы... Ну, ведаеце, калі я туды прыйшоў вот першы раз в бібліятэку, ну, я, ведаеце, прыйшоў, ну, выходзілі некаторыя працы і кніжкі новыя, і Максима Гарецкого, і вот Гаврилы Гарецкого, і я іх, ну, таксама отдавал, и меня просили, да, вот звонили директоры вашей библиотеки, с якими я так само завсёды в добрых был отношениях, и просили, ну, принести вот это новое, потому что не завсёды, але коли давали один экземпляр только, а там маловато, потому что часто, особливо в 3 часы, ну, не хапало одного. И казали, коли у вас есть, ну, приносите. Я завсёды приходил туда, приносил, вот, глядел в картотеку, что там есть, что нема, ну, и убачив, что многих речей нема, які, ну, я ведаю, були, які надруковані. І тому я вот так само з ними, з гэтого боку вот працював, і завсёды. Ну, а мне, конечно, здзівіў сам будынак. І мне вельмі было прыемна паглядзець, што калі вот там збіраешься, тады я любіў, быў тады больш малады, больш моцны, я заўсёды хадзіў пехатою. Ніколі не поўзаў, не карыстаўся этим ліфтам, а вот хадзіў, і калі я падымаўся туды ў ваше аддзел, ён там, значит, досыць высока быў, я з великой цікавостью, приємністю убачив, що висить вот портрет Максим Гарецкий разом. Вот, мне было это вельми приємно, що вот дядьку, значит, не забыли, потому что это был час, коли его спадщина только, ну, можно сказать, ворочалась. И коли вот Олеся, так само Олесь, вот Адамович, вот зробив видатну книжку, яка зветься «Браму скарбов своїх відчиняю». Вот, і тоді він перший сказав, що Максим Гарецький – це класик білоруської літератури разом вот, з Купалою, Богдановичем, там, і Колосом. Вот разумеете, вот такое вот соправдная модернизация, соправдная, а то у нас любят такую, вот эта соправдная модернизация, об якой кажу, яна вельми вам бы допомогла, ну, узнять, узроить, и каб вашу библиотеку, ну, ценили и разумели, что она вельми потребна. Ну и, конечно, вот вельми добре у вас этой сувязі з музеями, это так само треба вельми поширять. Вот тоді треба таку добру комплексну модернізацію зробити, і тоді всі почують, о, эта библиотека вот так нам повинна. Вот такое мое пожелание вашей библиотеке, как она была на узровне.